Да. Вот очень интересно. Пропозицию кому с нами в полном согласии вы работали с Черноморэнерго. Замечательно. Хоть Два позиции по электроэнергии. Так, давайте Я послушаем. хочу сказать, что по опыту прошлому участия в работе парламента я могу о себе сказать, во-первых, на позицию. Я, во-первых, сторонник государственного подхода к строительству, а не либерально-буржуазного. Сейчас это такое модное слово, оно заменило нам все остальные теории, у нас же других теперь не имеет даже права существовать. У нас своя особенность, масштабность страны нашей, количество населения нашего и уникальность. При этом фактически, вот как Аслан говорил, бесплатная генерация для нас бесплатная. Ну, надо быть, извините за грубое слово, идиотами, чтобы это разбазарить и превратить это в торжество либерально-буржуазное. Либерально-буржуазное, это теперь на более понятном сухом языке скажу, разбазаривание государственных ресурсов. Так как вы нас по времени ограничиваете, можно быть очень коротко говорить. Одним из единственных значимых достижений нашего созыва было это как раз таки принятие закона об энергетике, защищающего государственные права в этой сфере. Права государства даже виднее. Государство это, как к трофею относимся, это наше с вами государство, оно принадлежит нам всем. И нам всем принадлежат его ресурсы, а не чиновникам, которые пытаются это регулировать. Последние годы чиновники почему-то позволяют себе долевой подход к управлению в некоторых отраслях. Специально говорю так резко, специально хочу обострить этот вопрос. Нет ресурсов в нашей стране. Вот Руслан Цыбович 2 года подряд выделяли же суммы на вас. Первый год выделили, вот Иванович по контролю говорил. Мы же контролируем, мы до прокуратуры дошли в этом плане в отношении контроля выделенной суммы. Потратили 100 миллионов на счетчики? Нет, не потратили. Счетчиков нет. И не отложили. Да, всегда. Так мы же вам напомним, что мы просили и требовали, в принципе, стояли практически с решенным вопросом увеличить и на эту сумму. Отказались, не вы лично, естественно, и не Черноморэнерго. Решили, не надо, 100 им хватит. Пришел следующий бюджет. Эти 100 миллионов мы включили, вот ребята, например, Беслан здесь сидит, нынешний созыв представляющий, уверен, вот проконтролируйте, пожалуйста. То есть и ресурсы есть, и что делать знаем, и как делать, и что защитить знаем. Считаю, непозволительным было, например, вот Тимуразу адресую, поднимать тариф. Все с конца начали. Сперва вопросы владения давайте решим, и вообще организационные, а потом будем в карман населению залить. Не надо население упрекать, надо с себя нам начать. Закон об энергетике уже проект поступил или сейчас поступит проект поправок. Вот для нас красная черта, для нас всех сидящих здесь. Надеюсь, что депутаты нового созыва оставят неизменным этот закон и не действующий. Что касается вот здесь документов, вот ваши его представлены Центром стратегических исследований, или проекты, вот вы призываете создать новые группы, пусть они что-то разработают. Мы тоже что-то разработали в парламенте на злобу дня, отправили руководству страны. Ну, хотя бы из уважения, из корректности какой-то, не то, что ответа, мы даже комментария не получили никакого публичного, ни от кого сравнения. Там касалось вопросов гармонизации и вытекающих оттуда изменений. Ну, ни ответа, ни привета, так грубо скажу. То есть, ты что не предлагай, идет у нас все одной конвой. Инвестор должен прийти, вот Аслана слова полностью поддерживает. Кто-нибудь вообще в последнее время читал закон об инвестдеятельности, ныне действующий? Более мягкого закона трудно где найти, что именно что последние штаны снять для инвестора. Кто в это верит вообще? Инвестиции в нашей абхазской извращенной интерпретации превращаются в способ чиновнику залезть в долю этому потенциальному инвестору. Государству и обществу с этого, скорее всего, ничего не перепадет. Не хочу сейчас примеры приводить, вы все прекрасно знаете, что у нас бюджет не растет почему-то.
хотя инвесторов, как выяснилось, немало крупных. И надо нам просто себя давать обмануть. Надо защитить все государственные резервы. Вы посмотрите, ладно, мы глупые, тупые. Но Европа умная, жирная, богатая, столкнулась с кризисом каким? Энергетическим. Вот что значит зависимость от другой страны. Нравится она, не нравится. А мы сами в эту зависимость пытаемся давить. Риторический вопрос, легендарный, уже ставший с перепадными, помните? Кстати, приняли решение по заявкам, вот там конкурс был объявлен. Насколько знаю, Ну, слава Богу, что нет. Вот интересно, чем закончится рассмотрение этих заявок. Опять-таки, передадим инвестору, или нашим чиновникам, теперь, как выясняется, видимо, либо оставим это под государственным управлением. Если мы дадим себя грабить, ничего нового, конечно, не произойдет, не первый раз нас ограбили. Очень жалко. Значит, получается,